очень классный и масштабный проект «Атайсал». Целый год наши коллеги трудились над его воплощением. Сначала выбрали героев, потом снимали документальные фильмы, делали анимации и даже презентации на малой родине каждого из этих значимых людей. Такая польза для нас, ведь чтобы узнать о главных лицах нашей республики, не обязательно засесть в библиотеке, обложившись книгами. Достаточно посмотреть фильм. Многие из них уже транслировались на уроках основ духовно-нравственных культур народов России. Предлагаю перенестись в Бижулякский район и посмотреть, как обстояли дела там на показе фильма о Кариме Хакимове. Детско-юношеский телеканал «Тамыр» в Бишбулякском районе. Здесь перед учениками Аитовской школы проходит презентация фильма об их известном земляке Кариме Хакимове. В рамках проекта «Атайсал. Знай наших» были созданы фильмы, которые повествуют о значимых людях башкирской земли. Вот вы, например, знаете, чем прославился Карим Хакимов. А эти ребята уже могут похвастаться своими свежеприобретенными знаниями. Мне понравилось сперва, как все это оформили, потом про историю в музее. Мне понравилось, как еще мой одноклассник сыграл роль Карима Хакимова в детстве. И как вот это вот все начало, там снег, там даже мельчайшие детали было видно, это все выглядело очень классно. Он был первым послом в арабских странах, и он был очень общительным человеком, и у него всегда во время переговоров все всегда получалось выполнять договоры. В деревне Дюсяново Бишбулякского района есть музей, посвященный уроженцу этих мест Кариму Хакимову. Среди арабской элиты он был известен как Красный Паша. Про него, кстати, даже есть спектакль в Башкирском драматическом театре. Долгое время Карим Хакимов работал дипломатом и выстраивал отношения Советского Союза и Саудовской Аравии. В документальном фильме телеканала «Тамыр» отражена не только самая известная глава его биографии, но и детство, которое было похоже на детство многих деревенских мальчишек того времени. Я впервые снимался, как-то неловко было сначала. Столько раз все повторяли заново. Мне очень понравилось. Так после этого все, у меня ноги были мокрые. Я уже забыл, что я тогда одевал. То ли валенки были, то ли не помню. Мне очень понравилось там сниматься. Благодаря проекту «Атайсал. Знай наших» можно познакомиться со многими ключевыми личностями в истории нашей республики и даже страны. Каждый фильм презентуется на родине героя перед подрастающим поколением. Таким образом, детско-юношеский телеканал «Тамыр» помогает школьникам знакомиться с историей своего народа, а также вдохновляться на великие дела. Татьяна Никитина, Руслан Бекбаев. Специально для Горы новостей. Отличный подарок всем ребятам. Сегодня тоже будет масса презентов, ведь наша республика отмечает свой праздник. Столько всего запланировано на сегодня. Например, уже состоялось открытие сада имени Сергея Тимофеевича Аксакова. Напомню, что его полностью закрыли на реконструкцию 4 апреля этого года. Сцены амфитеатра готовы к массовым мероприятиям, а еще в саду появились торговые киоски, появилась открытая библиотека. Обновилась набережная пруда. Ребята, кто уже успел там побывать? Звоните и рассказывайте. Уфимское ожерелье – пешая тропа протяженностью почти 70 километров. Помимо живописных пейзажей и велосипедной дорожки, тут также есть множество других интересных мест для изучения. Например, смотровая вышка или спортивные площадки. Для любителей движения ЗОЖ, а в особенности и спорта, Уфимское ожерелье можно считать своеобразным оазисом. Помимо велосипедных дорожек и спортплощадок, на территории нередко проводятся как любительские, так и профессиональные соревнования и эстафеты. Лично мы создали эстафету, в которой принимают участие ученики Центра образования номер 40 и Академии образования «Семицветик». На протяжении всей тропы Уфимского ожерелья есть такие площадки, где можно не только поиграть, но и позаниматься спортом. Раз уж и затронули любителей ЗОЖа, нельзя молчать и о любителях фотосессий. В Уфимском ожерелье можно сделать фотографии на год вперед, ведь в нем аж 8 троп с самой разной протяженности. Их, кстати, называют 8 бусинами, а полное название 8 бусинок Уфимского ожерелья. Ну а чтобы сделать пару фотографий, далеко уходить не обязательно. Достаточно лишь отойти от нулевого километра на пару метров. И вам представится одна из ярчайших инсталляций, созданная из десятка скворечников. А самое главное, что она не только красивая, но и полезная.
Как же хорошо жителям Октябрьского района. Каждый день после учебы и работы они могут приходить сюда и заниматься спортом. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Кроме красивых видов и площадок для занятия спортом, у Уфимского ожерелья также есть некороткая история. По всему парку есть образовательные стенды, на которых показывается и рассказывается о том, что нашли археологи, проводя раскопки в этом районе. А нашли они немало, начиная от монет и заканчивая предметами быта того времени. А чтобы попасть в Уфимское ожерелье, нужно приехать на улицу Шафиева. Во время прогулки по оздоровительному маршруту вам также могут встретиться маленькие жители этого леса, белки, которые не прочь полакомиться орехами из рук гостей. Ну а я, к сожалению, не взяла лакомство для белочек, поэтому, дорогие телезрители, белок вы не увидите. Эвелина Семенова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. А у нас в студии гости и не с пустыми руками. Анастасия Юрьева и Риана Вагизова. Скажите, почему республике нужен детский геологический центр? У нас на территории образовательного учреждения номер 40 находится штаб-база геологов, геологический музей. Все геологи с разных мест. Нам повезло, мы живем рядом с этой школой и в ней учимся. Как часто у вас бывают находки? Часто довольно. Мы ездим в разные места. К примеру, недавно ездили на Павловское водохранилище. Нашли много интересного. У вас проводятся конкурсы? Если есть, расскажите про них. Проводится. Каждой весной каждого года у нас проводится в школе. Все геологи участвуют в этом. Мы там их рассказываем, есть теория, их рассказываем свои проекты, то, что смогли подготовить. Риана, расскажи, как у вас проходят практические занятия? Ну, мы начинаем, собираемся всей группой. У нас группа делится на разные классы. Мы, получается, Контакт. Уфа Контакт, Сириус и... Тахмалин. Да, Тармалин. Мы собираемся на разных А машинах. чем интересны геологи? Ну, для меня или вообще для всех? Для тебя тоже. Для меня интересно, что мы добываем разные минералы, путешествуем по Башкирии. А как их различать, Что? минералы? Ну, у каждого есть свой цвет черты. Сам камень по-разному выглядит, минерал. А какими ископаемыми богат Башкортостан? Нефть, Да, нефть, гипсы, гипсы, брахиоплоды. брахиоподы только. Вообще они ищутся металлоискателями или как? Не металлоискатель, мы все смотрим. Мы смотрим, каждый камень поднимаем, если это какое-то взорванное более старшими. Ребята, спасибо. Прямо сейчас предлагаю узнать о проекте, благодаря которому молодые жители нашей республики познакомились с людьми, которые словно драгоценные камни. Быть отличником хорошо, выигрывать на Олимпиадах еще лучше. Но благодаря своим знаниям ты не только можешь получить аттестат, но и путешествовать по миру и быть известным человеком. Колбочки, мензурки, реактивы. Мы в Центре развития талантов «Аврора». Здесь Вадим Харисов готовится к очередной Олимпиаде по химии. Привычное дело для него. Если вам кажется, что вы его уже где-то видели, то вам не кажется. Гора новостей уже брала у него интервью, когда он завоевал золото на 57-й международной Менделеевской Олимпиаде, которая прошла в начале мая в Астане. А сейчас Вадим вернулся из Швейцарии. Там он завоевал золотую медаль на 55-й международной Олимпиаде по химии, которая проходила в Цюрихе. Как мы знаем, ты выиграл международную Олимпиаду по химии. Из каких этапов она состояла? Она проходила в 2 тура. Первый практический тур, на второй теоретический. На практическом туре нужно было выполнить несколько практических задач в лаборатории, такие, к примеру, как органический синтез, титрование смеси кальция и железа, а также определение качественно неорганических веществ. Второй теоретический тур, он состоял из 10 задач, и нужно было уложиться в 5 часов на выполнение различных задач по разным темам химии. Знаешь ли ты шутки, связанные с химией? Да. Опять иксов на первом туре. Но немногие поймут это. Я тоже не понимаю. Но ничего, мы уже подготовились, и
поймешь ли ты вот эти шутки? И алмаз, и сажа или графит, не знаю, что это такое. Это все разная аллотропная модификация одного элемента углерод. Поэтому можно сказать, то, что вот они родственники. А почему под большим давлением? Потому что если взять чистый графит и оказать на него высокое давление, там в несколько тысяч атмосфер, то произойдет его превращение в алмаз. И так и в промышленности, так некоторые иногда алмазы синтезируют. Химия – это сложная наука. Какой совет ты дашь ребятам, которые хотят стать классными химиками? Понимать химию с самого начала ее изучения, чтобы у вас не возникало никаких вопросов, а если и возникает, то получать сразу же на них ответы, иначе потом уже с этим будут возникать проблемы. Вадим учится в Республиканском инженерном лицее-интернате, не в каком-то суперхимическом учебном заведении, как может показаться. И мама у него вовсе не академик химических наук. В чем же секрет? Как так получилось, что Вадим настолько любит учиться? Конечно, без взрослых этого результата почти добиться невозможно. Сейчас мы поговорим с матерью гения. Здравствуйте. Здравствуйте. Каково быть матерью гения? Ну, это, наверное, неплохо быть матерью гения, но очень волнительно. Вот эти все олимпиады, вот эти все выступления, это все проходит через волнение, через сердце. Как Вадим перешел в химию? Дело в том, что мы жили до этого в Межгорье. Это очень красивый, очень уютный городок. Оттуда мы приехали к 7 классу Вадима сюда, в Рели, в лицей, Республиканский инженерный лицей. И там он начал заниматься. Какой бы вы совет дали в вопросах воспитания детей? Я бы родителям сказала так: любите своих детей, уважайте их мнение. Вот это уровень! Мне тоже захотелось стать звездой. И не обязательно блистать на сцене или заниматься спортом. Всего лишь нужно учиться на 6 с плюсом. Матвей Ширяев, Ильшат Давлетбердин специально для «Горы новостей». Вадим, поздравляем тебя и поздравляем. А вы, телезрители, звоните к нам в эфир и поздравляйте наш дом Башкортостан. Вы смотрите большой телеэфир в честь Дня Республики. Поздравить наш дом Башкортостан торжественной датой можно и вам, телезрители, в прямом эфире главного телеканала Республики. Звоните на наш номер 2 925 985. Кстати, нам поступил звонок. Алло. 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 Всем Здравствуйте. привет. Как вас зовут? Меня зовут Настя. Угу. Как Я вас бы дела? хотела, конечно же, поздравить всех с Днем Республики, вас, конечно же, тоже. Вот. Что бы вы пожелали республике? Процветание, конечно же, чтобы она осталась такой же прекрасной, чтобы больше людей приехали к нам и увидели ее во всей красе. Спасибо вам большое. А мы пока расскажем про гостей. У нас Макар Слотин и Риана Газизова, ученики 6 Г Шаймуратовского класса Республиканской полингвальной многопрофильной гимназии номер 1 города Уфы. Ребята, привет. Здравствуйте. Привет. Привет, как у вас дела? Хорошо. Все хорошо. Что значит шаймуратовцы? Быть шаймуратовцем, у нас вообще есть такие дополнительные уроки у нас, как шахматы, бассейн, строевая подготовка, где мы учимся маршировать, силы воли. Макар, вспомни тот день, когда у тебя проходило просвещение. Может, расскажешь? Да, я могу рассказать. До посвящения мы готовились заранее. Еще, месяц даже не... месяц готовились. Не только с классом, но и всей семьей. Каждую субботу мы ездили маршировать и готовиться, учить клятву, учить гимн. Но это было... того стоило это. А почему вы решили вступить именно в ряды шаймуратовцев? Потому что шаймуратовский класс – это более ответственный класс и дисциплинированный. А чем отличается обычный школьник от шаймуратовца? Наш класс отличается, то есть шаймуратский класс должен быть более дисциплинирован и быть примером для подражания. И с него должны все брать пример.
Как теперь изменилась ваша жизнь? Да. Мы стали более дисциплинированными, более ответственными. Когда нам какое-нибудь задание поручают, то мы относимся к нему ответственно. А если ты помнишь клятву, можешь рассказать? Ну, быть верным сыном родной земли, Быть преданным родине, быть патриотом своей страны. быть преданным народу и И, чтить память павших за нашу родину. и придерживаться девизу «Потомки Салавата отступать не умеют». Спасибо, ребят. Кстати, наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» готовит супермасштабный и сверхуникальный проект «Туйната» для шеймуратовских классов. Смотрите обязательно и подавайте заявку. Кстати, небольшой спойлер, его будет вести Назгуль. Шеймуратовский класс! Смирно! Если ты и твои одноклассники шеймуратовцы, то новая игра «Туйната» для вас. Снимите видео, заполните анкету и отправляйте сюда. Лучшие сразятся в интеллектуальной битве под пристальным взглядом самого генерала Шеймуратова и его бронзового скакуна. Для финалистов полоса препятствий и съемки в самом патриотичном реалити. Все подробности здесь. Это будет непростой путь, но потомки Салавата отступать не умеют. А у нас в студии директор детского юношеского телеканала «Тамыр» Гульнас Фаритовна Кульсарна и участник проекта Михаил Панов. Гульнас Фаритовна, здравствуйте. Добрый день. Миша, привет! Как у тебя дела? Нормально, дела идут хорошо. Как попасть в проект «Илькен»? Ну, чтобы попасть в проект «Илькен», надо записать видео с тем, как ты играешь, какое-либо произведение, подать заявку и отослать видео. Сложно ли играть с большим оркестром? С большим оркестром играть несложно. Дмитрий Крюков очень душевно занимался с нами, да и оркестранты тепло поприветствовали участников. И для музыканта все-таки я хочу, чтобы Миша сказал о своем педагоге. Как зовут твоего педагога? Потому что это очень важно для музыканта. Моего педагога зовут Тамара Феликсовна. Она очень добрая учительница. Ну и требовательная, наверное, да? Да, и требовательная, с юмором. Да. А как вы продумали такой хороший проект? Ну, если вы знаете, на канале «Культура» много лет идет проект «Щелкунчик». И вот у нас появилась идея, а не сделать ли нам свой башкирский щелкунчик. И название, оно быстро пришло, «Илькен», потому что «Илькен» — это мечта, «Илькен» — это преодоление новых путей, новой среды. И мы уже в этом году 3-й раз проводим этот конкурс. И 1 октября, Международный день музыки, стартовал 3-й сезон. И для нас, конечно, делать такой проект, где на детском телевидении звучит башкирская классическая музыка, это, конечно, предмет особой гордости. Подобных проектов, насколько я знаю, в стране, ну, кроме «Щелкунчика», если его не считать, то не делается. Потому что это очень сложно академическую музыку соединять с телевидением, потому что у академической музыки есть свои требования, у телевидения есть свои особенности, но нам как-то удается вместе с Национальным симфоническим оркестром, мы двигаемся к финалу уже 3-го сезона нашего конкурса. И я думаю, что 25 ноября в Государственном концертном зале Башкортостан зрители получат очень много хороших эмоций, прозвучат новые произведения, потому что для каждого финалиста мы каждый год делаем оркестровку новых произведений. У нас прекрасные композиторы пишут специально для детей, и для нас это, конечно, очень большая радость. Напомню, что проект «Илькен» вовсю уже идет в эфире главного телеканала Башкирии. Да, на БСТ каждое воскресенье зрители могут посмотреть вечерний прайм-тайм
по номинациям, как выступают нынешние участники. Миша уже, наверное, смотрит с высоты своего Следите за эфиром. лауреатства, да, просто следит, потому что он уже стал лауреатом второго конкурса. В прямом эфире поздравляли Башкортостан И делились новостями Назголь Сафединова и Урал Усманов. С Днем Республики! Пусть наш дом Башкортостан процветает. До новых встреч! Пока-пока!